Колония – это большая помойка для денег, как говорится. Врачи, я их вообще называл ОМОНом в белых халатах. Мне конкретно угрожали тем, что меня выкинут со второго этажа. Вітаю, сябры, меня зовут Наста Роуда, вы на канале ТОК. І сёння мы з вами знаходзімся ў засценках колішняй турмы КДБ невыпадкова. Наш гость, кандыдат тэхнічных навук Михаил Жамчужны, які калісьці працаваў у Віцебскім тэхналагічным універсітэце, дзе займаўся праблемамі прамысловага вырабу вадароду. Але наша размова будзе не пра гэта. У 2006 годзе ён трапіў за краты. Пазней яшчэ раз. Агулам Жамчужны правёў зняволенне больш за 11 гадоў, а з іх гады у адзіночцы. Пэўны час ён лічыўся адзіным палітвязнем Беларусі. Пра гэта і будзе наша размова, пра тое, што такое беларуская турма. Спадар Михаил, вітаю. Здравствуйте. Як вы трапілі ў адзіночку? І колькі гадоў вы там правялі? В одиночке я провел где-то 570 суток, это около 2 лет. Попал я туда, меня же во время последнего, дай бог это слово, чтобы было последним, ареста, начиная от Володарки, по всем тюрьмам провезли Белоруссии, по зонам второходов, так называемых, которые уже рецидивисты. И во всех этих зонах со мной практически ничего не могли делать. Я работал против администрации, отстаивал права заключенных, и поэтому колонии от меня избавлялись. Это 14-я колония, 9-я колония и 11-я колония. Были такие условия содержания довольно-таки жесткие. Я во всех колониях попадал в штрафной изолятор, ШИЗО так называемое, и карцер. Ну и когда я уже с определенным багажом документов прибыл в колонию номер 9, буквально на 3 сутки, спровоцировали конфликт между авторитетами криминальными, это смотрящим колонии и приближенным к нему блатным. И в связи с тем, что мне угрожала жестокая расправа с их стороны, либо даже смерть, поэтому я вынужден был потребовать от администрации безопасных условий содержания. Но так как администрация не признавала, что мне что-то угрожает, они постоянно мне выписывали по 10 суток штрафного изолятора из-за отказа выполнять законные требования администрации. Но у меня был выбор: либо находиться в одиночной камере, в довольно комфортных условиях, где нету ни блатных, ни смотрящих, ни осужденных, либо подвергнуться каким-то истязаниям, может быть, увечьям и имитации суицида, который часто очень в колониях применяется. Я прекрасно знал, чем это грозит. Поэтому вынужден был провести крайние 2 года своего заключения в одиночной камере штрафного изолятора «Горок». А можете описать, что за провокация была? Мне конкретно угрожали тем, что меня выкинут со 2-го этажа общежития, где содержатся заключенные, что со мной в камере не хотят находиться, потому что политзаключенные, которые находятся в каком-то помещении, все помещение подвергается репрессиям. То, что сейчас происходит во всех тюрьмах, во всех следственных изоляторах. Но в следственном изоляторе там в камере находится максимум 10 человек, а то бывает и по 4, по 5. С ними еще каким-то образом можно решать вопросы, свои интересы отстаивать. А когда 2000 человек, которые настроены на то, что я политзаключенный, и они получат какие-то репрессии в связи с тем, что со мной общаются, либо со мной проживают, то, естественно, они были против этого, и мне конкретно говорила и администрация, и лояльные ко мне осужденные, что человека списать в колонии гораздо проще, чем собаку, которая находится на службе. И я неоднократно наблюдал, что и имитация суицида была в некоторых колониях, и люди просто буквально на глазах загоняли себе металлические пруты в сердце, умирали из-за неграмотных действий медперсонала.
И я не хотел для себя такой судьбы и вынужден был противодействовать сотрудничающим с администрацией блатным и смотрящему по, как говорится, погонялу, подпольная кличка Лис, так называемый. Ну и сохранив свою жизнь, я потом добился того, что их тоже жестоко наказали. Лиса, я знаю, в Жодино избили довольно серьезно за то, что он по отношению ко мне применял репрессии. Інша осуджена. Да, иншие осужденные в тюрьме, понимаете, там разборки. Если ты нарушаешь закон как смотрящий, то разговоров там никаких особо, раз по понятиям нарушил их действия, значит, тут же получаешь наказание. Вот осужденные и привели это наказание в исполнение, и в дальнейшем я, конечно, при этом не присутствовал, но я знаю, что его мне сообщили по этапам, что его в колонии номер 11, как говорится, опустили, то есть он стал осужденным низкого статуса. И причем это произошло буквально за 3 месяца до его освобождения. А нарушение у него было такое, что он попытался меня избить в санчасти колонии номер 9. В санчасти вообще запрещены какие-то действия, как говорится, там водяное перемирие, у Маугли было такое понятие. Никаких разборок в санчасти быть не должно. Но тем не менее он на меня напал, пытался там тоже, вероятнее всего, и покалечить, либо убить, потому что нас оставили наедине в коридоре, причем сотрудники колонии меня сознательно туда привели, без конвоя оставили одного. Ну и ни с того ни с сего он появляется в этом коридоре, и у нас с ним начинаются разборки. Но так как я физически довольно-таки неплохо был подготовлен и всю жизнь занимался спортом, у него что-то не получилось, он вынужден был оттуда убежать. Вот. Ну и в дальнейшем я тоже протестовал администрации колонии, что они такую провокацию устроили. Без конвоя меня вывели в санчасть, без всякой на ту причины. Я не жаловался на здоровье. Вот. И оставили наедине со смотрящим. Ну, естественно, администрация колонии это не признала, то есть доказательств никаких не было. Это все так недоказуемо было, и поэтому оставили этот случай без внимания со стороны прокуратуры Корецкой. Что такое одиночка? Можете потлумачить? Ну, одиночка – это вот такая вот камера, в которой мы находимся. Там находишься один, никаких контактов с окружающей средой у тебя нету, ни с соседями по камере, ни с другими осужденными. Выводят тебя из этой одиночки в случае проведения проверки в медсанчасти, либо назначения нового наказания по запретной полосе колонии, то есть чтобы ты нигде ни с кем не пересекся глазами, чтобы никто не видел, что ты там находишься. Вероятнее всего сейчас вот его барыка и остальные политзаключенные в таких же условиях находятся, то есть никто не может сказать, где они. Что самое складанное там? Вы знаете, я там складанного ничего такого для себя не нашел, потому что я был адаптирован к местам лишения свободы, уже не первый год находился. Я прекрасно знал, что нужно следить за своей физической формой, определенные упражнения делать на подвижность суставов, на зрение, на то, чтобы тебе поступал свежий воздух. Ну и, в принципе, так как я всю жизнь занимался наукой, у меня голова была свободная, я там много очень полезных вещей сделал. Написал 2 книги в этой одиночке, кстати, которые потом конфисковали при обыске. Но это ничего страшного, они у меня в голове. Может быть, некоторые товарищи психически не очень уравновешенные там и получают эти травмы психологические, говорят, там можно с ума сойти через неделю, через 2. Но я ничего такого не почувствовал, потому что я активно работал и занимался своим физическим состоянием, и занимался своей работой непосредственно, и на меня одиночка никакого негативного влияния не произвела. За гэтыя 2 гады с кем вы размаўлялі ўвогуле? Ну, несмотря на различные ограничения со стороны администрации и оперативного отдела,
Мы там размовляли с сокамерниками. Не буду, наверное, ничего секретного такого раскрывать. Между камерами всегда находится водопровод и канализация. И если снять, например, трубу с умывальника, через эту трубу можно свободно разговаривать, этот звук перемещается по всему СИЗО, и любую камеру в определенное время ты можешь вызвать. Как по телефону? Как по телефону, да, и сказать. Другой вариант есть, там решетки открытые, обычно там сквозняк. Через решетки можно тоже с соседними камерами разговаривать. Камеры, когда выходят на прогулки, они прекрасно знают, что с одиночек их слышно. И они во время прогулок тоже могут громко тебе сообщать какую-то информацию, разговаривая якобы между собой. Вот. Ну и еще есть некоторые приемы, которые я не хочу раскрывать. Ну, проблем там не было с общением. И новости мы там в штрафном изоляторе получали, наверное, быстрее, чем из газет. Потому что по этапам сразу все протестовцы, все криминал, которые не сотрудничают с администрацией, попадали сразу в ШИЗО. И, естественно, мы обменивались информацией. Но я вам скажу, что вот условия содержания в одиночных камерах, оно очень такое специфическое. Во-первых, тебе в случае чего никто не может оказать помощь. Вот случилось что-нибудь, ты там потерял сознание, упал. Пока контролер среагирует, потому что камер видеонаблюдения там нету, не было в те времена. А так ты можешь, получивший тот же самый инсульт, просто погибнуть, и никто тебе не поможет. А с контролером вы не перекидывались там пару слов, и они не размовляли с вами? С контролерами запрещено разговаривать, особенно им, потому что на продоле или в коридоре, как говорится, там и камеры, и прослушка имеется. Вот. Контролеры себя очень корректно вели, они выполняли все требования администрации. Молчали? Молчали, да. С ними разговаривать практически невозможно было. Тем не менее, я имел дважды в сутки, как минимум, возможность разговаривать с администрацией, потому что утренний и вечерний обход администрация в полном составе – это врач, как правило, начальник колонии, его заместители, психологи приходили в камеру к одиночным заключенным и выслушивали их требования, выслушивали пожелания, которые мы высказывали. Ну и, естественно, определенным образом реагировали. Вплоть до того, что я даже вызывал неоднократно к себе в камеру прокурора, который обязан раз в месяц посещать, но не очень стремился к этому. Вот. Тем не менее, мое требование было выполнено. Главное, чтобы это требование было изложено на бумаге. Устные требования никто не принимает во внимание. А написать можно всегда, потребовать во время обхода лист бумаги и обосновать это тем, что мне нужно написать заявление прокурору. Отказать администрация не имеет права. И таким вот образом я решал свои вопросы и по переписке с Волей, как говорится, со своими соратниками и по устранению различных недостатков в содержании. В частности, я требовал от прокурора хорошего освещения, потому что при тусклом свете зрение садится. Вам удалось домогтися? Да, мне поставили лампы большей мощности, и проблем не стало. Вот. И более того, я добился от прокурора, чтобы мне вручали письма, потому что я знал, что письма с почты приходят на канцелярию и все регистрируются. И потребовав от прокурора проверки зарегистрированных на мое имя писем, я всегда ему давал информацию, сколько писем зарегистрировано в канцелярии и сколько до меня дошло. И разница этих писем, естественно, была зафиксирована документально. И были случаи, когда мне в месяц до 100 писем были вручены, те, которые подлежали уничтожению, либо там каким-то образом хотели, чтобы от меня их скрыть. А психолог, медперсонал, як вони вам допомагали? Я не нуждался в услугах ни психолога, ни медперсонала, потому что у них задачи вполне определенные, чтобы подавить мою волю к сопротивлению. Допомогти адміністрації вас зламати? Да, именно так. Врачи, я их вообще называл ОМОНом в белых халатах, потому что они
целенаправленно уничтожали здоровье осужденных, оказывали помощь только симптоматическую, то есть если у тебя что-то болит, тебе дают обезболивающее, но не причину болезни они устраняли. Ну и мотивировали за тем, что выйдете на волю, там будете лечиться, а пока мы будем вам давать обезболивающие таблетки. Это аналгина, как это демонстративно делали, ломали ее пополам. И вот тебе, говорит, таблетка от головы, а вторая половина от желудка. Вот таким вот образом оказалась медицинская помощь. И был такой случай уникальный, когда принудительно, добровольно пытались нам сделать прививки от гриппа. Вот. Я отказывался от прививок. Насильственно никто не имеет права делать их. Ну и так как я с 92 года практически ни разу ничем не болел, я говорю, мне не нужны ваши услуги, я сам как-нибудь помру, когда мне придет время. Вот. Но прививки врачам были обязательны, потому что они контактят с осужденными. Вот. И где-то через дня 3 я в личной беседе с начальником медсанчасти говорю, где ваши подчиненные, почему вы лично на обход приходите? А там 10 человек медперсонала слегли после этих прививок, пошли на больничный. Вот, работать практически некому оказалось. Ну, вот таким вот образом эти прививки и работали. Я очень хорошо знал, что такое медики в местах лишения свободы, потому что по науке я занимался с медуниверситетом Витебским. И были мои знакомые педагоги из этого университета, которые обслуживали СИЗО-2 города Витебска. И в личной беседе один из них мне сказал, что задача медперсонала – это чтобы осужденный до следующего срока не доживал. То есть они выполняли определенные такие вот, инструкции, естественно, заинтересованности в том, чтобы оказывать помощь действенную для заключенных, особенно политзаключенных, у них такой задачи не стоит. Они, наоборот, делали все условия, чтобы человек как можно больше страдал. Особенно те, которые находятся в помещении камерного типа, либо в ШИЗО. Это правда, что вас пробовали отрутить? Да, был такой случай, и не только меня. Меня перевели как-то в камеру смертников, которая находится в штрафном изоляторе. Я это наблюдал по заметкам на стенке, которые отмечали бывшие осужденные. Вот. И однажды при приеме пищи я почувствовал сильный привкус щелочи. Я знал этот привкус, потому что как научный сотрудник я обычно метод образцов на язык производил. И я прекрасно знал вкус щелочи. А щелочь, которая входит в контакт с желудочным соком кислотным, происходит реакция нейтрализации и с выделением большого количества газов, и пища в организме человека не переваривается, а начинает гнить. И усугубилась эта ситуация в связи с тем, что в соседней камере погиб осужденный, который был тоже при приеме такой же пищи. У него пошли через рот кишечник эти выделения продуктов, которые он съел. И врач, который его осматривал, он был очень удивлен. Первый раз, говорит, в жизни такое вижу. Распорядился убрать осужденному низкого статуса эти продукты пищеварения осужденного, засыпать все хлоркой. И после этого я стал очень внимательно относиться к приему пищи, взял образцы, потребовал от прокуратуры вызвать санэпидемстанцию в области. Сотрудник санэпидемстанции пришел, проверил пищу, которую нас кормили, установил факт отравления, который он конкретно признал в присутствии администрации колонии, и провел проверку приготовления пищи в столовой колонии номер 9. Естественно, там было обнаружено много нарушений, и после этого попытки отравить осужденных, и меня в том числе с помощью пищи, прекратились. Происходило это таким образом, что в пищу
сознательно добавлялось большое количество моющих веществ, которые применяются при мойке посуды. Если из тарелок и мелкой посуды они потом путем пополоскания убирались, то из больших емкостей, в которых раздавалась пища, они не убирались и скапливались на дне. И те камеры, которые получали пищу в последнюю очередь, имели большое количество щелочи в ее содержании. Таким образом, осужденные, которые в этих камерах находились, умерщвлялись. А что это была за колония? Это колония номер 9 Горки, которая печально знаменита своими подлыми отношениями к нормальным людям, политзаключенным. А чему вы лечили, что ваша камера – это камера смертников? Потому что она по ходу прохождения пищи находилась в последней. В нее не были оборудованы камеры видеонаблюдения, которые следят за контактами, за дверью камеры. И там может происходить все, что угодно, которое абсолютно не подконтрольно никаким видеосистемам. Расскажите, что такое низкий статус? Сначала, когда есть какое-то подозрение, человека отсаживают от стола, то есть так называемое на кружку отсадить. Але это еще не низкий статус. Это еще не низкий статус, но это уже изоляция человека от остальных осужденных. А когда объявляется низкий статус осужденному, то он практически никаких контактов с остальными осужденными, ни физических, ни каких-то там других иметь не имеет права. То есть от него никто не имеет права взять ни сигареты, ни продукты. Дать ему все, кто угодно могут. То есть там оказать какую-то гуманитарную помощь. А вот назад взять не имеет права. Бытует такое мнение, что с осужденными низкого статуса там какие-то сексуальные извращения в местах лишения свободы осуществляют. Так это далеко не так. Есть, конечно, люди, как и везде, которые относятся к сексуальным меньшинствам, и никто там не препятствует удовлетворению их потребностей, как говорится. А если ты низкого статуса, то максимум, что перед тобой поставлены такие условия, чтобы ты не имел контактов с остальными, так называемыми мужиками. А так условия содержания у них те же самые практически. Единственное, может, их чаще выгоняют на работу по санитарному обслуживанию, там уборки дворов, там уборки умывальников, туалетов, которые кому-то надо делать так или иначе. Вы однажды рассказывали про то, что вам самому довелось быть свидетелем такой секс-оргии. Были случаи, когда в соседней камере осужденного, который, он был немножко психически ненормальным, но его поместили в общую камеру с остальными осужденными. Он, как это сформулировать более-менее цензурно, не отвечал за свои действия. Он ходил под себя, там мочился, то есть, был психически ненормальным, можно сказать. И вот осужденные, пользуясь его беспомощностью, использовали его, не знаю, по согласию там или не по согласию, но для удовлетворения своих сексуальных потребностей. Это было прекрасно через стенку слышно. И был такой случай, когда он во время этого мероприятия просто помочился в постельной принадлежности того, кто с ним этим занимался. И там был большой скандал, потому что после того, как человек помочился в камере на место, где проживает там другой заключенный, то, естественно, другой заключенный тоже переходит в низкий статус. Нельзя таких контактов допускать в камере. Это прежде всего гигиеной определено. Я конкретно был свидетелем таких разборок, потом вызывали контролера, разводили, как говорится, этих сексуальных партнеров по разным камерам. Но то, что это действительно было так, я отвечаю за свои слова, я был этому свидетель. Там больше условия содержания зависят от того, какой ты человек.
Я знаю много случаев, когда и авторитеты уходили сами добровольно в низкий статус, чтобы к ним меньше было внимания со стороны остальных осужденных. Бывают случаи, когда провоцируются какие-то физические воздействия или драки. Так вот, осужденные остальные с осужденным низкого статуса не имеют права вступать в драки. И таким образом, уходя в низкий статус, даже авторитеты лишают возможности остальных для физических разборок с ними. То есть спасаются таким образом. А які провокації, може бути, ви назирали, коли людей спробували таким чином відправити у низький статус, наприклад, політичних? Тобто, що видумляють адміністрація, може бути, блатні, каби підставити чоловіка? Политзаключенные, да еще низкого статуса, это очень на руку нашему режиму диктаторскому. Поэтому, естественно, ставится задача к блатным, к лидерам криминальных авторитетов, чтобы спровоцировать политзаключенного в переводе на низкий статус. В частности, мне предлагали в колонии номер 9 вступить в интимную связь с молодым осужденным за пачку сигарет. Я был очень удивлен и говорю, мне вообще больше женщины интересуют. Как-то так до сих пор еще. Поэтому я не представляю себе такие какие-то извращения и далек от этого. Хто вирішає, що чоловік відправляється у низький статус? Ті, як ви сказали, що спочатку не у низький статус, а ось його ізолюють у межах камери. Хто вирішає, хто починає, ініціює цей процес? Прежде всего, должен быть конкретно поступок, за который тебя на низкий статус имеют право перевести. То есть ты либо взял что-то у осужденного низкого статуса, сигареты, либо что-то еще, либо какие-то другие вещи, например, предметы одежды, полотенцем, в общем, попользовался. Это является признаком того, что ты тоже не имеешь права находиться среди остальных заключенных, опять же, из гигиенических соображений. И тебя переводят тоже в низкий статус, раз ты в таких близких отношениях, как говорится, с этими осужденными, значит, ты иди в их среду и там живи. Среди остальных осужденных тебе нет места больше. Решает это обычно, объявляет это смотрящий за колонией, когда он анализирует этот сам процесс этого нарушения гигиенических правил проживания, либо по информации, которая пришла по этапу о том, что человек где-то был замечен в каких-то контактах в другой колонии. Многие таким образом, меняя колонию, пытаются уйти от низкого статуса. Естественно, информация проходит, и тогда его объявляют осужденным низкого статуса и в этой колонии. Для всего должна быть причина веская. Просто так низкий статус ни одному заключенному без веских на то оснований предъявить не могут. Иначе сам этот смотрящий за это очень жестоко наказывается. И я уже говорил, что попытка объявить мне низкий статус закончилась тем, что этому лису, смотрящему за колонией номер 9, сначала его жестоко избили, а потом самого определили в низкий статус. А принять низкий статус, либо не принять, это решение самого заключенного. Он может не принять и подвергнуться каким-то репрессиям со стороны остальных, то есть он будет изгнан из места, где пребывает, либо каким-то физическим воздействием, избит . Я знаю, бывали случаи, когда насильственно политзаключенных пытались поместить в камеру, где находятся осужденные низкого статуса. В таких случаях, когда он об этом узнает, он должен по законам, по понятиям вскрыться, чтобы его вывели в медсанчасть. Когда мне были подобные угрозы и пытались меня поместить к осужденным низкого статуса, я говорю, я вскрываться не буду, я не склонен к суициду, я вскрою этих
товарищей, которые в камере находятся. Ну, тут же провокации по отношению ко мне со стороны администрации прекратились, потому что они прекрасно понимали, чем это может закончиться. А можете ще патлумачыць, чаму нізкі статус гэта настолькі страшна ў турме, што людзі вымушаны рызыкаваць уласным жыццём альбо пагаджацца на вельмі жорсткія ўмовы ўтрымання, шыза, карцары і так далей, каб толькі не навесілі гэты статус? Ну, во-первых, это позор, прежде всего. Я уже повторяю еще раз, это дело чести. Быть осужденным низкого статуса – это, позорно для человека. А фактически это человек, который занимается уборкой умывальников, санузлов и уборку территории, где там мусор какой-то нужно очистить. Вот это считается позорным, что ли, для осужденного, и таким образом люди не хотят совершенно находиться в среде, которая занимается вот этими грязными работами в колонии, то есть убирать за кем-то. А як вы лічыце, чаму крымінальнікі, напрыклад, часам падтрымліваюць гэтую каставую сістэму, прынамсі не менш, чым сама адміністрацыя, а часам можа быць нават і больш? Колония и места лишения свободы – это концентрированный строй государства, в котором оно находится. Если в государстве диктатура, то, естественно, в местах лишения свободы эта диктатура десятикратно усугубляется. Среди осужденных выбираются, либо назначаются, либо сами себя провозглашают так называемые диктаторы, которые имеют звание смотрящего за колонией, якобы за порядком. Эти смотрящие вокруг себя собирают лояльных к себе друзей, обычно физически развитых, чтобы держать в повиновении остальную часть колонии. И с этой выкристаллизовавшейся диктаторской системой колонии вынуждена сотрудничать администрация, потому что все взаимоотношения между осужденными и администрацией происходят через влияние вот этих вот авторитетов, которые сотрудничают. И я вам могу конкретный пример, в котором я участвовал. Это колония номер 10 бывшая. Сейчас на колонии номер 1, где Бабарыка находится в Полоцке. Когда на должность начальника столовой был назначен осужденный низкого статуса, то по команде из штрафного изолятора смотрящего за колонией вся колония отказалась от пищи. То есть она фактически отказаться не могла, вся колония зашла в столовую, села, встала и вышла, никто к пище не притронулся. И в результате вот этих действий команды стороны смотрящего администрация колонии номер 10 была вынуждена пойти на уступки, выполнить указания этого смотрящего и сняла вот этого осужденного низкого статуса с администрации столовой. Вот таким вот образом происходит влияние смотрящих старой закалки, которые действительно по понятиям живут в решении вопросов между администрацией и остальной частью заключенных. Я хочу обратить ваше внимание, что в колонии обычно присутствует на службе 10 человек со стороны администрации, а осужденных там где-то 2, может быть, и 3 тысячи. Эти 10 человек, которые не имеют оружия, максимум, что у них есть, это дубинки, и то не у всех. Вот. Они, естественно, постоянно находятся под угрозой расправы со стороны осужденных. И я лично наблюдал, когда драки происходили между начальником отряда, например, осужденным за какие-то там вопросы. Ни осужденные, ни остальные сотрудники администрации в драку не ввязываются. И там кто как победит. И я лично присутствовал в колонии номер 3 во время такой драки. Это Витьба. Когда осужденный действительно победил, отстоял свои интересы, да. И это дело не получило огласки. И все... Можете больше рассказать? Я просто не могу нават уявіць себе эту ситуацию. То бок осуджаны б'ецца с человеком з администрации, выиграе в битве. И что? И ничего, все делают вид, что этого не было.
Там конкретно был такой случай. У нас в колонии номер 3 был человек, который талантливый художник, он бил эти татуировки. Ну, естественно, татуировкой они интересовали как и блатных, так и обыкновенных осужденных, потому что все они разрисованы там куполами, там всякими картинками. А для того, чтобы бить эти наколки, существует такое приспособление, как сделанное из электробритвы. То есть за счет того, что электробритва вибрирует своим лезвием, она вот осуществляет повреждение кожи и в соответствии с определенным там составом жженого порошка с подметок обуви, растворенного там в определенных жидкостях, происходит нанесение татуировки. Вот во время этой нанесения татуировки зашел начальник отряда и это заметил и попытался отобрать эту машинку у человека, который наносил татуировку. Ну, естественно, он как свой предмет зарабатывания каких-то там привилегий, за это же платят сигаретами там, и чаем. Он не согласился отдать добровольно, и поэтому между ними завязалась как бы борьба, драка за эту машинку. Ну и осужденный, в конце концов, ее отстоял, машинку не отдал начальнику отряда, потом ее там передал другим осужденным, ее тут же спрятали. Ну и тем не менее он свои интересы отстоял, и это дело не получило огласки. А санкции были после сопротивления какие-нибудь там? Нет, дело в том, что передавать огласке этот конфликт не заинтересованы ни осужденные, ни администрация, потому что, ну, как это может такое быть, чтобы осужденный отстоял свои интересы? В принципе, такого не может быть. Естественно, осужденные, так как они отстояли свои интересы по нанесению татуировок, тоже не склонны к тому, чтобы это распространять. Поэтому в дальнейшем это дело никуда не пошло, сделали вид, что его не было. Но я в связи с этим могу другой пример привести из той же самой колонии номер 3. Я когда находился на промке, так называемой, в швейном цеху, на работе, в моем спальном месте контролеры нашли 2 ножа. Ну, это, естественно, нарушение, потому что... Это были ваши ножи? Ну, конечно, нет. Зачем мне ножи? Во-первых, я никогда не получал посылок, мне ножами это нечего было резать, там, ни сала, ничего другого. Вот. Их просто мне подложили сотрудничающие с администрацией так называемые козлы, то есть это был председатель отряда нашего, как его называют, завхозом. Вот он организовал эту провокацию по заданию замполита колонии, чтобы меня, как политзаключенного, подвергнуть репрессиям. Но я тут же написал заявление в департамент исполнения наказания, зарегистрировал его в канцелярии и потребовал сделать дактилоскопическую экспертизу этих ножей, есть ли там отпечатки моих пальцев. Моя тяжба с администрацией по поводу этих ножей закончилась моей победой. То есть департамент исполнения наказания признал, что ножи мне были подброшены, уничтожены в дальнейшем с этими сотрудниками оперативного отдела. Вот. И таким образом я наказанию не подвергся. Но в связи с тем, что после этого инцидента, когда я выиграл его, в глаза мне смотреть тот же самый замполит колонии уже не мог. И меня буквально в течение 3 дней перевели из колонии номер 3 в колонию номер 10. Як ви думаєте, як можна викоренити эту кастовую систему з білоруських турмов? Кастовую систему из тюрем вообще искоренять нежелательно. Чому? Потому что, во-первых, когда вот были эти воры в законе, смотрящие за колониями, поддерживался какой-то порядок и на воле, и в местах лишения свободы. Администрация не имела непосредственного влияния и не занималась беспределом во взаимоотношениях с теми же самыми, даже политическими, не говоря уже с обыкновенными там бандитами. Потому что в колонии существовал закон, понятие. Их нарушить этот закон не имел права никто. Так а чому в колонії не може існувати просто нормальний чоловічий закон? А потому что нормальный человеческий закон
не существует и на воле. Я уже говорил, что колония – это концентрированное отражение того, что происходит здесь у нас. Тобто спочатку треба демократія в Україні, а після викоренення этой кастовой системы. Ну, я бы сказал, что кастовая система, она была организована где-то в 20-х годах прошлого столетия, где-то 28-29 год, когда смотрящие, либо воры в законе были выделены из так называемой элитарной среды криминала. Это обычно карманники. Их проверяли каким образом? Если карманник получил какую-то выгоду за счет своей деятельности, там кошелек у кого-то отобрал, он 10% обязан был дать в общак из своей добычи. И карманников проверяли таким образом, что ему подставляли человека, который был непосредственно со стороны криминала в качестве жертвы преподнесен. То есть у него была конкретная сумма в кошельке. Этот карманник, когда доставал эту сумму, его таким образом контролировали, отдаст он 10% в общак или не отдаст. Если он отдавал 10%, проверку, то есть проходил на законность своих действий, то его объявляли вором в законе, и таким вот образом ему доверяли все остальные осужденные. Он был авторитетом. А если он не проходил эту проверку, то есть он в общак положенные 10% не давал, то он в авторитете никоим образом не мог быть. И даже, я не знаю точно, но может быть даже в опущенный либо низкий статус ему присваивали. То, что он обманул святое, что может быть, это общак. Вот оттуда и пошло вот это вот понятие. Осужденные, которые имели статус воров в законе, они, так как честные, они обязаны были следить за порядком, как в колонии, так и на воле. То есть, например, осужденный не имел права обидеть просто престарелого человека. За это жестоко наказывались. Это было в те времена, когда статус смотрящего, статус вора в законе был в авторитете, как говорится. Когда произошла смычка авторитетов криминала с администрацией колоний и на воле с милиционерами, теми, которые обязаны были следить за порядком, это в районе 90-х годов. Тогда, естественно, эта вся система нарушилась, и порядка не стало ни на воле, ни в колониях. И я считаю, что вот уничтожение вот этого вот института воров в законе является негативным, что ли, для поддержания порядка как на воле, так и в местах лишения свободы. Сейчас беспредел, как говорится, правят сотрудники администрации. Через якобы таких вот воров в законе, которые сотрудничают с администрацией, они свои интересы среди осужденных распространяют. То есть сверхурочные работы, репрессирование неугодных, тех же самых политических. И вот эта вот смычка, как в местах лишения свободы, так и здесь на воле, она привела к тому, что у нас диктатура процветает как на воле в Белоруссии, так и в местах лишения свободы. То бок просто воровскія паняцці, яны былі больш гуманныя, калі можна так сказаць, чым вось гэтая дыктатура адміністрацыі, якая ёсць цяпер. Это был, во-первых, порядок. Это, во-вторых, всегда честь человека была защищена. Невозможно было ни оскорбить, ни обидеть без всякой причины человека ни в местах лишения свободы, ни на воле. Сейчас, когда законы не существуют ни там, ни здесь, получается то, что происходит. Вы прекрасно понимаете, что... Сябры, калі ласка, пастаўце нам лайк, каб больш беларусаў змаглі пабачыць гэты важны выпуск ТОК. Нагадаю, што у нас з'явілася функцыя «Супер, дзякуй». Гэта значыць, што проста пад гэтым інтэрв'ю вы можете падзякаваць нам рублём. Мы будзем вельмі ўдзячныя. Можете поделиться со мной терминологией. Вы уже сказали, что есть блатные. Какие еще есть группы осужденных, как они называются и чему? Я знаю, что есть босяки. Кто это? Басота – это каста, которая немножко ниже блатных. Те, которые выполняют
распоряжения блатных. Низший, как говорится, уровень в градации исполнителей распоряжений смотрящего. Смотрящий – это самая высокая должность в колонии. Он должен смотреть за порядком, решать вопросы с администрацией, улаживать все конфликты между осужденными и администрацией, желательно мирным методом. Функции его достаточно такие гуманные, и если бы по понятиям происходила жизнь в колониях, то я думаю, что смотрящий – это авторитетная должность такая со всех сторон. Но блатные – это низшая, более такая каста после смотрящего, которая выполняет его распоряжения, приказы, как говорится. Это вот как, например, на воле президента. Это смотрящий страной, спецслужбы, там КГБ, милиция и армия – это вот типа блатных. Ну, а босяки – это исполнители уже уровня областей, там мэры городов, председатели этих облсполкомов такого вот уровня. Кримінальні авторитети, вони є ще у турмах? Да, есть авторитеты, да. Еще в 2020-2021 году, когда я освобождался в колонии номер 9, был смотрящий Лис, которого потом, я уже говорил, перевели в низкий статус. А з іншими авторитетами ви пересікалися? Да, я в колонии номер 14, в колонии номер 11 пересекался. Во всех тюрьмах, во всех колониях есть авторитеты, и они пользуются, как бы сказать, авторитетом среди осужденных. То есть в каждом отряде есть смотрящий. Вот, есть смотрящий за колонией. И они решают практически все проблемы довольно-таки оперативно. Без такого, что ли, контроля, управления. Были бы и драки среди осужденных, когда большие коллективы людей собираются, там, естественно, конфликты. Вот смотрящий, он как бы разводит эти конфликты, решает вопросы, удовлетворяет там законные требования осужденных. Ну и без него бы было много проблем. Удокладню. А всі смотрячі кримінальні авторитети чи ні? Вопрос интересный. Но если бы они не были криминальными авторитетами, то есть уважаемыми среди криминала людьми, то они бы не были назначены смотрящими. Поэтому, да, все смотрящие – это криминальные авторитеты, которые пользуются уважением со стороны и криминала, ну и со стороны остальных осужденных, те, которые не относят себя к криминалу. В любом деле должен быть хозяин, который, заботится о порядке. Это в условиях диктатуры. Ну и я скажу, что, как говорится, этот Черчилль вроде говорил, что демократия тоже нехорошая система, но лучше пока что никто не придумал. Які привілеї є у авторитету у турмі? Естественно, авторитет, он уважаем в колонии. То есть ему приносят хорошую еду, может, порции больше, сколько он просит. Но положат больше мяса в пайку. Ну, такого вот плана привилегий. Ему передают различным образом сигареты. Не буду пока раскрывать, какими методами это происходит. Вот. То есть он как бы и в колонии, и на воле пользуется уважением. Как со стороны, как говорится, мирного населения, так и со стороны криминала. Что на воле, что и в колонии. Сейчас привилегии у авторитетов немножко изменились. Я бы привел тут такое понятие, как подлость. Авторитетам готовят пищу отдельно от остальных осужденных, естественно, собирая лучшие продукты из пайки, которая выделяется на всех. Они отдельно питаются либо в отдельном помещении, либо в отдельное время, вплоть до того, что их кормят в ночное время, специально готовя им пищу. Ну, авторитеты в настоящее время, они имеют свободное перемещение по местам лишения свободы. То есть они могут зайти в любую камеру, могут зайти в любой отряд в сопровождении своей свиты блатных.
И на это закрывает глаза администрация. Хотя остальным заключенным это категорически запрещено. Ну, какие там еще могут быть? Мобильники, алкоголь. Насчет алкоголя не сказал бы, но насчет того, что у них есть связь с другими колониями, что есть мобильная связь, и им это преподносят сами оперативные сотрудники, чтобы решать какие-то вопросы между колониями в среде заключенных. Это да, это есть. Мне предлагали за пачку сигарет любую связь с любым абонентом на воле с помощью тех телефонов, которые находятся в распоряжении, не сказал бы смотрящих, но во всяком случае в распоряжении криминала. Смотрящие с телефоном не ходят. Телефон лежит в укромном месте, точно так же, как, может быть, предметы и личной безопасности, те же самые, может быть, и, как говорится, заточки, чтобы обеспечить безопасность смотрящего. А што змянілася па стане на 6-7 год, калі вы упершыню патрапілі за краты, і там 19, 20, 21, калі вы ўжо вызваляліся? 6-7 год – это было время, когда в Белоруссии исчезли так называемые черные зоны. Все зоны стали красными. То есть была победа над смотрящими старого образца, старого замеса, то есть порядочными авторитетами. И на их смену были назначены смотрящие, которые сотрудничают с администрацией. И если где-то в 6-5 году еще воспоминаниями о старых добрых временах, когда в камерах была демократия, еще существовали такие вот воспоминания, то к 2020 году это уже все было искоренено из мест лишения свободы. Смотрящий стал полностью сотрудничать с администрацией, и неугодные осужденные, которые отстаивали свои права, там, например, по медицинскому обслуживанию, по продуктам питания, они подвергались репрессиям со стороны смотрящих и таким образом обеспечивали как свое благополучие и пропитание, так и пропитание администрации мест лишения свободы. Потому что я замечал и боролся, и побеждал в тех проблемах, когда сотрудники администрации выносили сумками тушенку, кормили таким образом свою семью и, может быть, даже продавали, потому что столько съесть невозможно. Был у нас такой кот, это был дежурный помощник начальника колонии, который очень любил при приготовлении пищи, снимая пробу, захватить с собой сумочку тушенки. Я это дело заметил, мне сказали осужденные, написал тут же в отдел собственной безопасности, через адвоката передал информацию. И однажды, как сейчас помню, утрышком часов 6, в воскресенье, когда администрация обычно отдыхает, пришел такой невысокого роста щупленький лейтенант на проходную колонии, сказал контролеру, который там находился, что если ты сообщишь начальнику колонии, то ты последний день здесь работаешь. Потом прошел этот товарищ к столовой, где осужденные принимали пищу, посмотрел, как она приготовлена, что там вместо рыбы чешуя плавает в муке, сделал соответствующие выводы. А перед этим была поставлена камера видеонаблюдения при выходе из колонии, когда на ней было зафиксировано, как вот этот вот кот, майор, выносил сумочку с тушенкой. Но ему была предъявлена претензия, почему он в рабочее время дежурства вышел за пределы колонии. Это запрещено. Ну, естественно, там были разборки, которые не были доступны никому, кроме как заинтересованным лицам. Но с той поры нам стали давать вместо каши с запахом тушенки, тушенку с запахом каши. Спортсмены были очень довольны, они буквально меня на руках носили. Но буквально через неделю я вынужден был сменить колонию, потому что это было не на руку администрации. И, естественно, отстаивать свои права не каждый способен из криминала. Вы
ўжо ў трэці раз выйшлі на волю ў 2021 годзе і апошні раз пасля гэтага вы былі на волі. Што вас здзівіла ў нармальным жыцці, калі вы пабачылі, як змяніўся свет? Ну, я, может быть, вас удивлю, но я, выйдя на волю, гораздо больше имел неприятностей, чем находясь в местах лишения свободы в той же самой одиночной камере. Например, сотрудники милиции, которые за мной осуществляли надзор и приходили раза по 3 за ночь, и я их должен был успеть пустить в квартиру. Однажды приехали к моему подъезду, меня посадили в машину гражданскую и написали протокол о том, что я якобы махал руками и ругался матом. Меня это очень удивило, но такое в колониях себе сотрудники милиции никогда не позволяли. Я этот суд выиграл, потребовал результаты видеозаписи с автомобилей, видеорегистраторов, которые находились в моем дворе. И таким образом судья не смог вынести мне обвинительный приговор. Но такое поведение, причем неоднократное со стороны сотрудников на воле, меня очень удивило, и я понял, что в Беларуси нормальной жизни не будет. И, как видите, я решил хоть в конце своей жизни, но все же подышать вольным воздухом и пожить как человек здесь, за пределами Беларуси. Чому ви виїхали у Вільню? В Вильню я выехал, когда понял, что законными методами защищать свои интересы в Беларуси стало невозможным. В частности, при последнем аресте сотрудниками КГБ были составлены протоколы о моем задержании, которые мне не дали ни прочитать, ни подписать. Они собрали 3 сотрудников из соседних кабинетов, подписали, мотивируя это тем, что я якобы отказался от подписи. Поэтому я понял, что новый срок, который мне угрожает, уголовного преследования, будет в моей жизни последним. И, сохраняя остатки своей жизни, я вынужден был покинуть Беларусь и переместиться с помощью моих соратников в Литву. А у рамках якой справи до вас прийшли опошній раз? Опошний раз справу возбудили за мою поддержку и помощь Славе и Татьяне, они корреспонденты Белсата были. Вот. Я с помощью адвокатов, которые нашел сам лично, выиграл этот суд. Татьяну от 3 лет освободили, но сотрудники КГБ мне этого не простили. И поэтому возбудили 19 января уголовное дело за поддержку экстремистских объединений, в частности, эту семью с малолетним ребенком, одним из 3. И я был арестован после обыска в квартире и помещен в места лишения свободы на положенных 72 часа. Можете сказать, якую пенсию вам платили, когда вы вышли из тюрьмы в 2021 году? В 2021 году за счет вычета ущерба за судебные издержки я получал порядка 400 рублей. А в дальнейшем, когда эти издержки были у меня высчитаны, которые я, кстати, не признал, где-то 7 тысяч последние пенсии были в 2024 году. То есть, 7700 рублей? 700 рублей, да, извините, оговорился, 700 рублей. Можете патлумачыць, чаму ў беларускіх турмах не працуе сістэма адаптацыі? Таму што мне здаецца, што многія вязні, асабліва пасля доўгіх тэрмінаў зняволення, выходзяць абсалютна непадрыхтаваныя да звычайнага жыцця. Там многія, хто сеў 20 гадоў таму, ввогуле не ведаюць, што такое там мабільныя тэлефоны, як карыстацца інтэрнетам. Но я попал тоже в те же самые условия. Я вышел на волю, как в будущее попал. Я не знал, что такое смартфон, и что у меня в кармане постоянно компьютер находится. Это для меня было настолько непривычно, что я до сих пор еще не адаптировался полностью. То есть, если развитие у человека каким-то образом останавливается, то потом его возобновить невозможно. Это закон природы. Любые процессы либо развиваются в положительную сторону, либо деградация в отрицательную сторону. Перейти потом опять к положительному невозможно. Поэтому и осужденные, которые деградировали в развитии во время отбывания наказания, уже никогда не могут возобновить свой потенциал в получении информации и
я на себе почувствовал, что проблемы у меня с современными гаджетами от слова «гад» не получаются. Але чому наша пенітенцыярная сістэма беларуская ніяк не дапамагае асуджаным пасля вяртацца ў нармальнае жыццё? Пенитенциарная система не заинтересована в том, чтобы люди быстро восстанавливались и приходили к нормальной жизни, потому что они становятся опять агрессивными по отношению к действующему власти. Они прекрасно понимают, что происходит вокруг. Они намного лучше видят, чем люди, которые на воле, у которых уже замылилось, как говорится, зрение. И они представляют опасность для пенитенциарной системы в той точке зрения, что они уже знают ее слабые и сильные стороны, знают, как с ней бороться. Як вы думаете, чаму вязняў Беларусі практычна ніколі не выпускаюць датэрмінова? Ну, это потому, что вязни, которые выпущены дотерминово, они дотерминово и начинают опять свою протестную деятельность. И совершенно администрация в этом не заинтересована. Это с одной стороны. А с другой стороны, вязни – это для системы рабы. Они производят очень много ценностей. В частности, у нас Беларусь стала крупнейшим экспортером цветных металлов, черных металлов, древесины, которая идет на экспорт. И за счет этого обогащаются семья Лукашенко, я знаю. И Бесплатная працоўная сила. бесплатная pracoвная сила, спасибо за это уточнение. Это действительно так, это рабство. Як вы думаеце, калі, напрыклад, беларускіх вязняў сёння пасадзіць ва ўмовы нарвежскай турмы, якая лічыцца проста эталонам у свеце, што там турма як гатэль, то бок умовы падобныя, то гэта будзе працаваць на нейкае выпраўленне людзей, калі можна так сказаць, так? Гэта будзе дапамагаць змагацца са злачыннасцю у беларускіх умовах? Но я вам скажу, что осужденные разные бывают. Некоторые туда заезжают для того, чтобы провести время в зимний период, каким-то образом получать питание от государства и дожить до весны, когда можно будет чистить дачи. Вот. И основная масса заключенных, которые попадут в условия шведской тюрьмы, они оттуда просто не выйдут. У них там будет коммунизм и прекрасные условия содержания. Вот. А осужденные, которые настроены на то, чтобы преобразовывать страну, где они живут, на уровень той же самой Швеции, то они, естественно, выйдут оттуда, и они будут большую опасность представляют для режима, который сейчас правит в Беларуси. Условия шведской тюрьмы – это для шведов. К сожалению, белорусы не шведы, и менталитет белорусов немножко отличается от развитой Европы. Як вы лічыце, што кіруе людзьмі, якія ідуць працаваць у сённяшнія калоніі і турмы беларускія з іх існуючымі умовамі? То бок, што кіруе чалавекам, які сам свядома ідзе 20 гадоў кожны дзень ходзіць у турму па сваім жаданні? Во-первых, опять же, нужно различать людей. В основном набираются туда люди из сельской местности, которые не обременены образованием и ничего, кроме того, чтобы паразитировать на обществе, больше не умеют. В тюрьме достаточно комфортные условия для их существования. Там дают им и обмундирование, и питание, и обеспечение финансовые, кредиты. Другого метода проживания в Беларуси просто не существует. Естественно, человек выбирает там, где лучше для него, и определенный контингент из сельской местности после службы в армии или вместо службы в армии идет с удовольствием паразитировать на наших с вами ресурсах, на наших с вами налогах и зарплате. Ці ўдавалася вам выбудаваць там з кімсьці з адміністрацыі некія адэкватныя, нармальныя стасункі, можа быць, добрыя нават? Во всяком случае, молодые сотрудники, закончившие школу МВД в Могилеве, больше 3 месяцев в колонии номер 9 не работали. Они уходили по собственному желанию и разрывали со своей стороны контракты. Есть порядочные люди среди сотрудников милиции, но их вымывают, они очень шифруются и не дают возможности для того, чтобы
их внутренний мир был раскрыт окружающими. Як у зняволенні ставяться до людей, які супрацоўнічаюць з адміністрацыяй, ну, як бы дапамагаюць, напрыклад, сачыць за кімсьці, ці здаюць кагосьці, даюць інфармацыю на кагосьці. Як да такіх людей ставяцца? Ну, так же, как и во времена войны к предателям, к полицаям относились в Белоруссии. Их презирали, но их боялись, потому что за ложные доносы и вообще за доносы люди страдали. Как в войну они даже могли лишиться жизни, а как в местах лишения свободы, естественно, у них условия содержания намного ужесточатся. Поэтому страх перед такими людьми в основном управляет осужденными, основной массой. Ну, кроме тех, кто действительно охраняет свою честь, достоинство и может противопоставить свой интеллект этому режиму. Як вы думаеце, калі б Роман Пратасевич усё ж такі трапіў у калонію, то як бы там да яго ставіліся іншыя асуджаныя? Дело в том, что он бы явно начал сотрудничать с администрацией, судя по тому, как он себя вел во время следствия, и был бы человеком, которого остальные осужденные просто боялись. Як зняволеныя да Лукашэнкі ставяцца? Вы знаете, по-разному. Во-первых, среди осужденных есть много лиц, которые ведут подлый образ жизни. И у них такой принцип: чем хуже, тем лучше. То есть из-за того, что из-за Лукашенко страдает много людей как на воле, так и политзаключенных в местах лишения свободы, многим криминального плана людям это нравится. То есть они, когда видят, что человек страдает, им доставляет это удовольствие. И таким вот образом, я думаю, что вот такое вот отношение у них внутренне присутствует. А до Путина? Те, которые на стороне Лукашенко, те и Путина соответствующим образом боготворят и считают, что он все правильно делает, что даже позволяет выйти из тюрьмы для того, чтобы людям каким-то образом понюхать, как говорится, пороха и расплатиться своей жизнью за его интересы. Есть и такие среди белорусских осужденных, и я больше чем уверен, что если им предоставится возможность выйти и повоевать на стороне Лукашенко либо Путина, многие согласятся. Расскажите, як вы первый раз трапили у зняволення? Первый раз я трапил, когда шел с работы домой в одежде соответствующей, как преподаватель вуза. Вот. И именно в этой одежде меня задержала КГБ Витебская и поместила в камеру подобного типа. А чему вы трапили за крата? Что стало причиной? Чему вас затримали? У меня был конфликт с администрацией моего места работы Витебского технологического университета с ректором Башметовым, так как я разоблачил коррупционное зачисление студентов. Я написал соответствующую докладную в Министерство образования, но из Министерства образования никакой реакции не последовало, а приехали буквально на следующий день сотрудники КГБ из Минска и начали проверять мою научную деятельность. Вот таким вот образом с нами администрация университета и вообще администрация средних и высших эшелонов власти сражалась с неугодными оппонентами их преступной деятельности. А КДБ вас спробовало вербовать, пропоновало вам некую сделку? Пытались свербовать и, более того, принудить шантажом дать показания в отношении честнейших людей, как Академии наук Беларуси, которых я очень уважал, так и университета имени Машерова, с которым я тесно сотрудничал. Но я категорически отказался, и поэтому, вероятно, и такие довольно-таки солидные сроки мне были назначены, как у нас говорят, с мягким знаком на конце, начиная с 5 и так далее. А чему вас хотели примусить дать гэтае сведчанне? Кого яны хотели посадить замест вас? Не замест меня, хотели посадить вместе со мной. Дело в том, что в те времена, где-то 2005-2006 год, по всей Беларуси была мода
разоблачать организованные преступные группировки. Во всех областях было у ОПГ раскрыто, вы, наверное, знаете, что и в Могилеве, и в Гомеле, и в Бресте, во всех областях было по одной группировке людей посажено. И я один не представлял никакого интереса для КГБ, потому что организованную преступную группировку разоблачится гораздо больше и звезд, и погонов, и премий. Поэтому они пытались вместе со мной шантажом и различными угрозами принудить дать заведомо ложные показания в отношении уважаемых мной людей. Я был очень этому удивлен и даже не предполагал, что такое может быть во время следствия, причем сотрудников Комитета госбезопасности, которое должно, наоборот, защищать интересы страны, а не пытаться лишить ее научных кадров, которые двигают в то время и науку, и промышленность Беларуси вперед. Як вас вымушалі даць гэтыя ілжывыя сведчанні? Што вам прапаноўвалі? Прежде всего, мне следователь, причем я хочу отметить, следователь КГБ был Москалев Игорь Михайлович, майор, по особо крупным делам был сориентирован. Он кичился тем, что он являлся жителем, гражданином Киргизии. Я очень был удивлен, почему киргиз, КГБ видит Беларуси, что он делает и на какую страну он работает. Он мне прекрасно рассказал свою историю, что он учился в Москве в высшей школе КГБ. Но я прекрасно понимал, кому он давал присягу на работу и чьи интересы он защищает. А шантажировал меня изначально тем, что я нахожусь в тюрьме, довольно таких условиях жестких, а те сотрудники, с которыми я сотрудничал во время научной деятельности, они находятся на воле, ездят на машинах, ездят на даче, прекрасно живут, получают все привилегии, как научные работники, ученые. И он у меня, что ли, чувство зависти хотел вызвать, чтобы я по собственной инициативе и с собой, прихватил, как говорится, как паровоз этих сотрудников. Я был, конечно, очень поражен, и после этого у меня категорически сложилось такое негативное отношение к нашим спецслужбам Беларуси, и я с тех пор ни разу не сотрудничал ни с каким следствием, никогда не давал показаний и всегда не признавал своей вины. Может быть, поэтому мне удалось в дальнейшем порядка 5 судебных заседаний у суда выиграть. Расскажите, як и когда вы трапили другий раз у турму? Первое дело, когда мне дали 5 лет лишения свободы, сотрудник КГБ тут же завел еще одно дело по точно такой же статье, потому что 2 дела раскрыть – это 2 премии, 2 повышения по службе. И, естественно, им было выгодно количество дел, как они отчитывались в человека годах. У них такая отчетность статистическая. Но я когда понял, куда я попал, я 2-й суд выиграл у КГБ. Меня хотели на 6,5 лет посадить тут же, еще плюс к тем 5. Но я судью и понятых буквально за ручку насильно вывез в свой университет, показал им лабораторию, показал завод, где мои внедрены были научные разработки, которые, кстати, эксплуатировались в течение 18 лет, в то время, когда я сидел в тюрьме. И когда судья увидела, что действительно сделано моими руками, что это все было сделано бесплатно, в качестве, как говорится, гуманитарной помощи для уважаемых мной сотрудников Витебского завода мотороремонтного, то она, чисто психологически не смогла мне вынести повторный приговор и по нереабилитационной статье лишила меня уголовной ответственности, компенсации, конфискации и всех остальных, как они любят делать, этих репрессий.
Вот когда я вышел и понял, что с судом можно сражаться, и причем на основании закона, в то время действующего еще, я решил и по первому делу оправдаться. Потому что у меня все документы были на руках, и дела были закрытые, и никто не мог присутствовать и точно знать, за что меня осудили. Вот. А тем не менее, копии материалов дела были на руках, и я на основании этих копий легко мог опротестовать первый приговор. И я, вышедший, начал искать помощников, которые бы были юристами профессиональными, потому что без юристов тяжело довольно сражаться с режимом, у них все же опыт есть. И судьба меня свела с правозащитной организацией «Платформой», которой руководил в то время Бондаренко Андрей. Они меня тоже тепло приняли, я им предоставил все документы, они мне помогли с адвокатом бесплатным. И, изучив материалы дела, конечно, тоже сошлись во мнении, что я просидел 5 лет, и так как я был тогда руководителем заданий 3 государственных программ, это электроника, материалы и водород, моя посадка принесла грандиозный ущерб экономике Республики Беларусь. Ну и на основании вот этих вот признаков началась работа в рамках правозащитной организации «Платформа». Но в связи с тем, что в этой организации, как было традиционно принято, как минимум 2 агента КГБ было внедрено, естественно, эту организацию закрыли, чтобы не дать ей возможность защищать права заключенных, и в частности мои. Тем не менее, я уже был достаточно агрессивно настроен против спецслужб, прекрасно понимал стратегию их деятельности. И я в Витебске зарегистрировал тогда модное название Platform Innovational организацию, стал единственным учредителем ей. Специалисты, которые раньше работали в платформе, перешли в полном составе на эту организацию. Она была зарегистрирована потом в Минске, тоже в моем присутствии, при моем участии. Вот. И начала функционировать вот уже под новым названием, защищая, опять же, и мои интересы, и интересы других заключенных, которые уже были более свободно так цели нашей работы достигались, потому что у меня был большой опыт. Я 2 колонии успел посетить. За время отсидки я прекрасно знал, что там происходит, как получить пробы еды, как получить информацию из колонии различными подпольными путями. Вот. И у нас деятельность была достаточно такая продуктивная. Еще во время того, как я вышел, я сотрудничал с профсоюзом РЭП по разоблачению коррупции в средних и высших эшелонах власти. Мне была поручена Витебская область. Я достаточно успешно получил результаты по поводу преступной продажи за одну базовую величину всех градообразующих предприятий, включая Витебский меховый комбинат, который гремел на всю страну, потому что меховая продукция нужна была и у нас, и за рубежом. Норковые манто, шубы там и различная обувь элитарная. Я возмутился, почему предприятие, которое строил мой дед, оборудование, которое туда делал мой отец, и я внедрял туда свои патенты и технологии за одну базовую величину, проданы какому-то Мартынову. Я бы предложил на аукционе в 10 раз больше, с удовольствием выкупил это предприятие, оно бы функционировало на основе моих патентов. Но тем не менее оно было продано, и поэтому я всячески это критиковал, протестовал даже в средствах массовой информации. И именно вот за это мое очередное преступление я был арестован повторно, уже через 2 года после выхода на волю. Все время, когда я был на воле, в течение 2 лет, прослушивались все мои, без исключения, телефонные разговоры. Все были видеозаписи моего перемещения по городу, когда я стоял на остановке. То есть довольно плотно сопровождали сотрудники спецслужб мое нахождение на воле. И другого выхода, кроме как меня посадить на основании этих всех их
записи и слежки у них не было, потому что 2 года люди получали зарплату, они должны были что-то предоставить в качестве компенсации своего этого сложнейшего труда. Адміністрація, інші зневолені вас лічили політв'язням? Ну, конечно, лечили. Они же прекрасно понимали и были в курсе того, что, во-первых, я не сотрудничаю со следствием. Дело мое ведет КГБ, а не какой-нибудь там милиция или следственный комитет, которого тогда еще, правда, не было. И получая информацию о том, чтобы меня каким-то образом попрессовать в местах лишения свободы, они, естественно, получали мотивацию от сотрудников КГБ, за что я посажен. И, естественно, отрабатывая, как говорится, свой хлеб, они этим и занимались. То есть я хотел обратить ваше внимание, что я за неделю менял где-то 3 камеры подобного типа, чтобы как можно больше ограничить мои связи с заключенными, чтобы я информацию не распространял среди них о том, что происходит на воле и за что они сидят. Но это, как показала практика, наоборот, сработало на то, что мы познакомились хорошо. Тюрьма вся меня уже знала и на ура принимала в любой камере. Я тоже попадал в благоприятные условия. Со своей стороны я помогал осужденным, а они со своей стороны обеспечивали меня и информацией по поводу готовящихся репрессий. Ну и, естественно, как у нас принято с холодильника, мне доставались довольно-таки приятные, как говорится, плюшки в виде чая, сахара, конфет, сала и всех остальных греющих душу заключенного продуктов. А допомагали ви осудженим з пункту гледжання правооборончої діяльності і допомоги, правильно розумію? Да, конечно. Я причем хотел бы привести яркий пример работы сотрудников спецслужб, когда они посадили главного инженера Витебской нефтебазы за то, что у него была недостача, по-моему, там что-то 200 тонн топлива. Я с этим сотрудником работал, он оказался честнейший человек, я не знаю, как можно 200 тонн топлива с нефтебазы похитить. И потом, как физик, который немножко разбирается в этой науке, я у него спросил: ты топливо заливал когда? Он говорит: в июле. А когда тебя проверять приехали? Говорит: в декабре. Так я говорю, коэффициент расширения теплового топлива очень большой. И когда залили твои цистерны в июле, топливо было бы объему гораздо больше, чем то, которое оказалось зимой, потому что оно сжалось при охлаждении, естественно, указатели уровня топлива упали. Ну и после этого с суда человек пришел уже счастливый, и через час буквально пришли контролеры и тоже с загадочными улыбками вывели этого человека из камеры, ну и я потом впоследствии узнал, что его освободили. Хочу так само некалькі пытанняў пра праваабарончую арганізацыю платформу у вас аддакладніць, таму што, ну, так выклікае спрэчкі і здзіўленне тое, што вашы паплечнікі, не кажу, што вы, падтрымлівалі ў тым ліку здзекі геяў у турме альбо смяротнае пакаранне. Як бы чаму так? Это касается, прежде всего, Каспирович. Она была ранее сотрудницей МВД и работала в медсанчасти Володарки. Вот. Она была завербована сотрудниками спецслужб, и после того, как она закрыла платформу как правозащитную организацию, только по ее инициативе она была закрыта, она организовала свою правозащитную организацию, ездила с мониторингом по всем колониям Беларуси, что ей было разрешено, и давала такие указания, в частности, при посещении колонии номер 14, видя, что батареи в спальных помещениях холодные, она даже позволила себе такое замечание: почему вы не топите печи осужденными. Это слышали осужденные, потом мне передали. И ее характеризует еще и то, что она со мной не захотела встречаться, несмотря на то, что я в то время присутствовал в этой колонии и требовал контакта с ней. То есть она выполняла задачу, поставленную пенитенциарной системой по репрессиям,
к осужденным, особенно политическим, и, естественно, успешно справлялась, что и получала возможность и финансовой поддержки, и ей позволили оформить единственную в Беларуси организацию, которая мониторит места лишения свободы. А ви думаєте, вона була завербована від початку, чи вже після у процесі? Там натиснули на її? Я думаю, что она и спочатку была завербована, потому что в каждую правозащитную организацию, как минимум, я знаю, 2 сотрудника КГБ внедряются, чтобы независимая информация, проверенная, поступала. И задача таких сотрудников – это мешать работать, не столько утечка информации от правозащитных организаций, сколько вот срыв их планов работы. Вот в частности, Каспирович, как медик, она дала заключение о том, что был по собственной причине погиб в ИВС города Витебска заключенный, из-за которого я, кстати, за раскрытие этого преступления был осужден 2-й раз, в то время как на самом деле его принуждали работать на даче у начальника ИВС города Витебска, он отказался, потом его заставляли убирать санузел, он тоже отказался, и в связи с избиениями его в ВВС он и погиб во время перемещения в больницу. Это Каспирович скрыла от правозащитных организаций и мотивирует это тем, что у него был синдром после опьянения. Человек погиб из-за того, что не выдержал организм из-за частого употребления алкоголя. На самом деле, как показала практика моих контактов с осужденными ИВС, его там избили и, можно сказать, даже довели до смерти за счет вот этого вот незаконного применения спецсредств. Патлумачце, у чым адрозненне колонии для першаходаў ад колонии для рецидивистов? Ну, прежде всего, юридическое отличие. В колонии для першоходов это общий режим и усиленный. Практически они там сидят в одних условиях, и условия там одинаковые, просто названия разные. А для второходов, так говорится, колонии, они более основаны на разделении осужденных. Там есть те, которые в конфликтах с администрацией, они содержатся в ШИЗО, ПКТ. Вот. И есть, которые мужики, они работают на промзонах, и к ним уже требования такие довольно жесткие. То есть они должны выполнять свои нормы, которые им даются каждый день. И таким образом происходит отбывание наказания в интересах администрации. Колония – это большая помойка для денег, как говорится. Там и доски уходят в Турцию упакованные, и мебель там делается прекрасная, и другие изделия ручного производства. А ва умовах утрымання асабліва нічога не розніцца? Ну, единственная разница – это то, что ты можешь получать там больше передач, посылок, можешь больше отовариваться в магазине. Калі ты першаход? Да, когда пешеход. Для второходов там есть ограничения более жесткого содержания, потому что это уже рецидивисты. Это уже бандиты, и с ними, соответственно, более строгие условия содержания. У мяне таксама будзе шэраг пытанняў па розных калоніях і турмах, у якіх вы былі, просто як чалавек, які можа параўнаць розныя умовы. Калонія ў горках, што там адметнага? Ну, прежде всего, там беспредел делают оперативные сотрудники. То есть они там могут заставить осужденного через смотрящих довольно жестким репрессиям подвергнуться. Если осужденный не может защитить свои интересы, то есть потребовать в соответствии с законом безопасных условий содержания. В Горке собрали все отбросы колоний других из Белоруссии, как со стороны администрации, так и со стороны осужденных. То есть там собран, как говорится, весь
свет негативной системы отбывания наказаний. Вот. А в остальных колониях там достаточно, ну, я бы сказал, комфортно, особенно в 14-й колонии. Там прекрасно поставлен спорт и досуг осужденных. Там все. 14-я это? Новосады под Минском находится. Но там в связи с тем, что столица рядом, туда часто проверяющие приезжают, туда часто приезжают с концертами различные группы. Я там впервые увидел на широком экране «Аватара», фильм, получил удовольствие. Там был чемпионат Европы, это на тройке был чемпионат Европы по гиревому спорту. И там осужденные даже получили золотые медали, грамоты соответствующие. Вот. То есть колонии очень отличались в свое время по условиям содержания. У горках сядзіць нобелеўскі лаўрэат Алесь Беляцкі. Ось можете прыкладна апісаць, у якіх умовах ён хутчэй за ўсё там знаходзіцца? Ну, я предполагаю, что он в условиях помещения камерного типа, либо в условиях ШИЗО, так же, как и я, нахожусь. Потому что, ну, других условий для политзаключенного по распоряжению президента Республики Беларусь, извините за выражение, быть там не может. Поэтому нобелевский он лауреат, либо не нобелевский, это никаким образом на его статус не влияет. То есть он, скорее всего, изолирован полностью от окружающей среды, как говорится. Як там адміністрацыя ставіцца да асуджаных? Вы ўжо сказалі пра тое, што там самыя жорсткія людзі. Администрация, когда в глаза, она ведет себя достаточно корректно. Но она через агентов влияния среди осужденных или среди, опять же, оперативных сотрудников может достаточно жесткие условия содержания для осужденных обеспечить. То есть, если ты в глаза смотришь, они интеллигентные люди, они улыбаются, они в рамках закона действуют. Но когда они выйдут за пределы камеры, и вы не имеете прямого контакта, они могут любую подлость совершить и приказать, чтобы ее совершили. Волковыск. Якія там умовы? В Волковыске средние такие умовы. Там близко граница, там конкретно часто приезжают проверяющие с Польши, с ЕС. Там меня поразило то, что там сантехника вся европейского уровня, там очень хорошо отделан карантин, там зеркала на всю стену, унитазы керамические, там мебель деревянная. То есть достаточно условия комфортные, продукты питания там готовят хорошо, там в столовой работают чеченцы, они умеют готовить традиционно, и я ни разу не был огорчен качеством питания продуктов. Як было сидеть у Могилеве? В Могилеве, после того, как туда пришел начальником тюрьмы Лауэр, это подонок высшей пробы, как говорится, он полностью на стороне Лукашенко и репрессирует всеми доступными ему методами, вплоть до личного рукоприкладства к осужденным. Он этим не брезгует. Вот. Поэтому вот это вот унижение и подлость, которая находится в тюрьме, происходит в тюрьме Могилева, она и сейчас, я думаю, с его приходом стала более ярко выражена. Ну, о колонии Могилева я уже говорил. Там собран весь сброд с Белоруссии. И я вам скажу, что вновь зачисленные туда сотрудники администрации, они, как правило, молодые, увольняются, не отбывая своего контрактного даже срока. Они там не выдерживают психологически. Вы таксама сядзелі ў СІЗА Новоладарскага і ў СІЗА ў Віцебску. У чым адрозненне было? Ну, в Витебске, когда там был Кузовок, так называемый начальник колонии, он довольно-таки жесткий человек, как и к контролерам, сотрудникам администрации, так и к осужденным. Но он был справедливый. Надо отметить, от него доставалось и контролерам, и осужденным. Он был боксер по своей природе, и его все боялись. Хотя ни разу в жизни рукоприкладства с его стороны я не видел. Более того, он запретил заходить на территорию СИЗО Алмазу, чтобы там тренироваться на осужденных. Это было при мне.
А на Володарке, я вам скажу, что там была очень демократичная такая обстановка, как в старые добрые времена. Там в камерах можно было в любое время лежать, спать, и днем, и ночью, потому что там было переполнены камеры, и на всех не хватало мест. И проконтролировать, кто, когда и по какому принципу спит, практически невозможно. Там очень демократичные отношения были. Не могу сказать, как там была поставлена связь между камерами, но она была очень надежно работала. Вот. Ну и контролеры, сотрудники администрации не вступали в конфликт с осужденным. То есть репрессий со стороны их к осужденным не было. Все было поставлено на присмотр лидеров криминала, смотрящих. Можете скласці свой рэйтынг ад месца з самым кашмарным утрыманнем да самага такого найбольш гуманнага? Ну, самые кошмарные условия содержания – это, конечно, горки. Да, там очень неприятно находиться, и администрация довольно подло себя ведет, и осужденные, как я говорил, уже весь год собран в Белоруссии. А самые лояльные условия в свое время это была колония номер 14 Новосады, которая рядом с Минском. Там условия были такие. Для первоходов я бы сказал, что колония номер 3 Витьба была в свое время очень комфортная для содержания. Связано с тем, что там было 30% сотрудников милиции отбывали наказание. Там прокуроры, судьи. Вот. И поэтому администрация не вступала в конфликт с такими осужденными, то что она в любой момент могла оказаться на их месте. Ці былі спробы ўцёкаў у той час, калі вы сядзелі? Ці чулі вы пра такое? Да, я только чул про такое. В СИЗО номер 2 был один осужденный, который под фальшивые потолки спрятался где-то там и 3 суток просидел без еды. Его долго и упорно искали. Вот, ну, в конце концов, он сам сдался. То, что Не смог выбраться? Нет, он выбраться-то смог в любой момент, но просто бессмысленно было там находиться. Не, ну, в сенсі, на волю не змог, тільки... Нет, на волю нет, только вот он спрятался от администрации таким образом там. А насчет утеков, во-первых, невозможно, сейчас электроника охраняет зоны, там постоянно эти контролеры бегают, там тревоги, их тренируют, и собаки там, уйти из зоны практически невозможно в настоящее время. И я не знаю случаев, чтобы кто-то там конкретно утек. Кроме как вот с химией уходили люди, но это сразу за границу. Вот, а с колонией практически невозможно. До того, як ви трапили у турму, еще первый раз, у вас была семья? Нет, у меня, к сожалению, семьи никогда не было, потому что все надо делать вовремя. А наука, она довольно ревнивая, как говорится, и сочетать мою научную работу с семейными отношениями практически невозможно. Кто вас подтрымліваў, пакуль вы сядзелі? Хто вам листы писал? Большая благодарность тем, кто мне писал листы. У меня в месяц приходило порядка 100 листов, как из Белоруссии, так и из Америки, с наших диаспор, Чехословакии, Польши, Италии, стран Бенилюкс. Вот. И письма эти приходили, я практически на все отвечал. И это, кстати, очень помогало мне сидеть, потому что мои связи с иностранцами очень ревностно отслеживали сотрудники администрации. Если мной интересуются, если обо мне знают, они опасались ко мне принимать какие-то там незаконные методы и репрессии. Як вас змяніў гэты турэмны досвед? Ну, я, во-первых, больше стал заботиться о своем здоровье, как начиная с тюрьмы, так и сейчас. Я в прекрасной физической форме, несмотря на свои 68 лет, нахожусь. Я стал более внимательно относиться к людям, потому что условия содержания в тюрьме учат людей разбираться в окружающей среде, тех, кто рядом с ними находится. Что вы стратили за гэтые 11 годов? Ну, кроме того, что я 11 годов стратил своей жизни, это где-то 20%, достаточно большой срок, я стратил своих близких родственников.
Мать была похоронена без меня в руках у посторонних людей. Я тратил практически все свое имущество, которое собирал для своих научных целей. Я занимался водородной энергетикой, и у меня было много оборудования собрано, которое было бы очень полезно для дальнейшего развития как энергетики, так и экономики Беларуси. Все это было сдано в металлолом, и, к сожалению, сейчас практически невосстановимо в условиях Белоруссии. Я постараюсь это все нагнать в условиях демократического общества Литвы и Европы. Может быть, и друзья с Америки подключатся к моему дальнейшему научному совершенствованию в современных технологиях. Ці ёсць штосьці, пра што вы шкадуеце, што вы б хацелі перайграць? Вы знаете, я бы себя по-другому не вел. Все мои действия как были обоснованы и привели к поставленным передо мной целям мной же самим, так и все бы было один к одному, так же, как и произошло. Я бы ничего не изменял. І калі б вы маглі вярнуцца ў 2006 год, вы б все роўна не здрадзілі сабе і пайшлі б турму. Я бы в тюрьму не пошел, меня бы посадили, потому что, видя такой беспредел, который происходит, видя то, что мой друг по любви, как говорится, к небу, пилот, афганец, который был моим первым инструктором, погиб из-за коррупции в Витебском государственном технологическом университете, из-за того, что проректор требовал от меня взятку в своем кабинете шепотом. Я бы это не простил никогда и никому, и я бы действовал точно так же и считал своей целью за это отомстить коррупционерам, которые захватили сейчас власть в Беларуси. Дякую вам за размову. И вам дякую за питания, которые очень актуальны и для меня важны. Дякую. Сябры, дзякуй, што даглядзелі гэты выпуск да канца. Гэта вельмі важная ацэнка таго, што мы робім. Калі вам ёсць чым падзяліцца, пішыце ўсё ў каментарах. Мы будзем чытаць і адказваць. Падпісвайцеся на канал, каб не прапусціць новыя гутаркі ток. Мы выходзім раз па 2 тыдні па нядзелях, таму можаце ўключыць званочак, каб не прапусціць новую гутарку. Таксама нагадаю, што ў нас ёсць канал «Наша Нева Ньюс», дзе мы публікуем па буднях свежыя выпускі гарачых навін. Дзякуй, што вы з намі.